А теперь вас ждут любопытные вопросы на засыпку. Если захотите обдумать и проверить себя, ставьте паузу. Позже обсудим ответ. Почему в Англии левостороннее движение? Большинство историков утверждают, что возникло такое движение во времена конных упряжек. Считалось, что сидящий наверху кучер-правша, погоняя лошадей, мог ненароком задеть кнутом идущих по тротуару прохожих. По этой причине конным экипажам было гораздо удобнее и безопаснее ездить по левой стороне дороги. Сторонники другой версии утверждают, что левостороннее движение Великобритания позаимствовала из морских правил в отношении встречных судов. Почему Англию назвали Туманным Альбионом? Англия получила название благодаря белоснежным меловым скалам и утесам Дувра, расположенным на южном побережье – The Foggy Albion. Определение «туманный» – «foggy» обязано своим существованием прославленному густому морскому туману, постоянно окутывающему низменные части островов Великобритании. На любой марке латинскими буквами указывается название страны, ее выпустившей. Только Великобритания освобождена от этой обязанности. Почему? Великобритания первая ввела почтовые марки в 1840 году. Великобритания входит в число стран-основательниц Всемирного почтового союза. Улицу Оксфорд-стрит, которая находится в Лондоне, любят все модники и модницы. Почему? Это самая длинная торговая улица в Европе. Ее также называют улицей тысячи распродаж. Оксфорд-стрит – лондонская улица, одна из основных улиц Вестминстера. Самая оживленная торговая улица, на ней 548 торговых точек, известна главным образом своими фешенебельными магазинами. Длина улицы составляет почти 2,5 километра. Этот человек именуется величайшим поэтом Англии, но до сих пор достоверно неизвестно, какой была его внешность на самом деле. Кто же это? Шекспир. Единственное известное достоверное изображение Шекспира – гравюра из посмертного первого фолио 1623 года, работа Мартина Друшаута. Бюст на могиле Шекспира достаточно схож с этим портретом. Письменных описаний внешности Шекспира, сделанных при его жизни, не сохранилось, и ведутся споры об его истинном облике. В XVIII веке проводилось множество попыток установить истинную внешность Шекспира, что повлекло за собой многочисленные фальсификации и различные версии. Самым коротким авиарейсом в мире может похвастаться Шотландия. 2 минуты. Маршрут: остров Вестрей, остров Папа Вестрей. Если быть точнее, длительность авиарейса 1 минута 14 секунд. Биг Бен – это не часы и не башня, это колокол, который весит 13,5 тонн. Биг Бен – название самого большого из 6 колоколов Вестминстерского дворца в Лондоне. Часто это название ошибочно относят к часам и часовой башне в целом. Колокол получил имя Биг Бен в честь сэра Бенджамина Холла, куратора строительных работ. Но настоящее название колокола – Сент-Стивен. Сколько времени длилась самая короткая война в истории Англии? Самая короткая война в истории Великобритании была в 1896 году с Занзибаром. Войско Занзибара сдалось через 38 минут после начала войны. 27 августа 1896 года новый султан Занзибара захотел избавиться от британского колониального господства. В ответ англичане выдвинули ультиматум
призвав его отказаться от трона и спустить флаг. У занзибарцев в наличии была старинная бронзовая пушка, которую они погрузили на единственную яхту и вышли в море против 5 британских кораблей. Те быстро потопили яхту и разрушили береговые укрепления. Через 38 минут флага уже не было видно, и англичане прекратили огонь, расценив это как капитуляцию. Эта война, в ходе которой был ранен один английский матрос и погибли 570 повстанцев, считается самой короткой войной в мире. Сколько килограмм весят шапки гвардейцев королевы Великобритании? Шапки всем известных гвардейцев весят около 3 килограммов. Знаменитые шапки гвардейцев сделаны из меха североамериканского медведя-гризли. У офицеров шапки более высокие и более блестящие. Дело в том, что их делают из меха самца, а шапки рядовых из меха самок. Какая буква чаще всего используется в английском языке? Буква И, как и во всех европейских языках. В отделе литературы на иностранных языках Национальной библиотеки вы найдете огромное количество информации о Великобритании, путеводители по городам и достопримечательностям страны, учебные пособия, диски, издания об обычаях и традициях англичан, художественную литературу, классиков и новых британских авторов в оригинале, то есть на английском языке. Приглашаем к нам! Увидимся вскоре!